Председатель хорошей партии Мирал Акшенер 18 января поприветствовал председателя исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса Омара Каната. Мирал Акшенер заявил: «Прежде всего, я был очень рад за визит председателя исполнительного комитета Всемирного уйгурского конгресса. Я хочу поблагодарить вас. Я политик, который внимательно следит за преследованиями и геноцидом уйгуров и пытается включить их в повестку дня Турции. Однако нам по-прежнему не хватает знаний по восточно-туркестанскому вопросу. Господин Омар дал мне несколько обновлений в этом отношении. Мы постоянно поднимаем этот вопрос, чтобы найти решение в Турции, как изменить серьезную ситуацию в Восточном Туркестане». Конец цитаты. Сообщается, что за неделю до празднования Нового года по традиционному лунному календарю в Китае было зарегистрировано более 19 тысяч смертей, связанных с COVID-19. Согласно заявлению Центра по профилактике и контролю заболеваний, с 13 по 19 января было зарегистрировано 12 658 случаев смерти от вируса. Таким образом, число подтвержденных жертв последней волны эпидемии увеличилось до 72 596 человек. Исполняющий обязанности министра иностранных дел Временного правительства талибов Амирхан Муттаки на встрече с министром иностранных дел Китая Чин Гангом призвал китайские компании увеличить свои инвестиции в Афганистан. По данным информационного агентства талибов Бахтар, Муттаки и Чин Ганг провели телефонный разговор, который длился около часа. Последние несколько лет прошли не очень хорошо для сверхбогатых людей в Китае, особенно для тех, кто разбогател на рынке недвижимости. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, собственный капитал Хуэй Каяна, президента компании по недвижимости China Evergrande, упал на 93%. Bloomberg отметили, что состояние Хуэя, который когда-то был вторым самым богатым человеком в Азии, упало примерно до $3 миллиардов с пиковых $42 миллиардов в 2017 году. Вооруженное нападение произошло во время празднования китайского Нового года в Монтерей-парке, штат Калифорния, США. В результате нападения погибли 10 человек. Было объявлено, что нападение произошло на рабочем месте, расположенном в Монтерей-парке, и нападавшим был мужчина. Первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр встретился в Санкт-Петербурге с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером. В ходе встречи стороны подписали соглашение о дорожной карте, определяющее основные направления взаимодействия между Россией и Казахстаном в сфере переработки казахского природного газа в России.